И, конечно, вы, наверное, все очень рады тому, что у нас в октябре месяце заработала программа, которая, она такая двойная программа. С одной стороны, приоритетный покупатель, с другой стороны, программа «Двойная выгода». Потому что, почему она двойная? Потому что, как вы понимаете, наш клиент может стать приоритетным покупателем, приоритетным клиентом, при этом партнер, который получает такого клиента и который нашел такого клиента и сделал такого клиента, получает двойную выгоду. Поэтому эта программа выгодная со всех сторон. Итак, программа приоритетных покупателей дает возможность для тех, кто не хочет быть в данный момент партнером, но хочет покупать товар по более привлекательной цене. Но это не все его, не все возможности, не все выгоды для такого покупателя. Итак, это программа для приоритетных покупателей. Смотрите, какие преимущества есть для таких людей, которые становятся приоритетными покупателями. У него на 10% цена ниже, чем для всех остальных покупателей от розничной цены. У него есть 20% скидка будет при вступлении в программу «Автошип», если он подписывается на программу «Автошип» для приоритетных покупателей. Далее, он может подписывать приоритетных покупателей, таких же, как он может их регистрировать. При этом, если он подпишет двух первых, он получает 1 флакон сыворотки. Представляете, как это тоже выгодно? Он еще подписал, он не партнер, а сыворотку покупает. Вот такие у него привилегии. Вот такие, почему он и называется еще и приоритетный покупатель, потому что мы его особенно ценим за то, что он у нас покупает, и за то, что он приглашает таких же покупателей. А если он дальше таких людей приглашает, следующей пары, ему уже подарок 5 пробников за следующие пары. Сыворотки, понимаете. И когда он регистрируется, этот наш покупатель, как приоритетный, ему доступен бэк-офис. И он уже сможет видеть информацию, уже не 100% как нашему партнеру, как нашему дистрибьютору, но он уже будет иметь этот бэк-офис. И есть у него такая возможность стать дистрибьютором. То есть он из приоритетного покупателя он почувствует вкус, увидит свои первые, что он сыворотку получает, и скажет, зачем, я уже, наверное, хочу быть партнером, и у него есть такая возможность. То есть выгоды для приоритетных покупателей, на прошлом вебинаре у нас были такие вопросы, а что это дает этому клиенту? Пусть покупает, да покупает. Но вот есть у него такие вот выгоды, которые для него, уверенно, будут привлекательны. Вы, с одной стороны, ему это рассказываете, а что же вы получаете, если у вас такие приоритетные покупатели появляются? Давайте посмотрим. И теперь мы уже будем говорить о программе «Двойная выгода», потому что это выгода именно для наших партнеров. Итак, я хочу сказать, что это именно на начальном, когда вы пришли в компанию, или когда наши партнеры приходят в компанию, это очень хороший способ, быстрый способ дохода. То есть вы деньги получаете сразу. И эта программа «Двойная выгода» работает в период от даты вашего автошипа до даты следующего вашего автошипа, то есть 1 месяц. То есть всегда результаты программы «Двойная выгода» считается в этот период. И как бы начинается следующий период, и начинается новый цикл в этой программе. То есть вы сегодня детально это еще услышите, как это работает, что надо делать. Но просто чтобы запомнить, ничто тут не запоминается. Вот идет 1 месяц программы «Двойная выгода», и мы результаты считаем в этот месяц. У каждого месяц свой, потому что у каждого день автошипа свой. Это понятно? Правильно? Да. Идем дальше. Что вы получаете? Итак, у вас появляется 2 первых приоритетных клиента. В первом периоде вашего автошипа.
Вы получаете комиссию $50, очень приятно. Естественно, активность, 60 CV идут вверх по структуре и 2 флакона сыворотки. Вот это за первого клиента. Все это понятно, это у нас в маркетинг-плане написано, это вы могли все прочитать. Очень хорошо. Если у вас появляются следующие дополнительные пары в этом же месяце, не сказать, но в вашем периоде, то вы получаете $50, 60 CV, вверх по структуре, активность у вас уже есть, и вы получаете 10 наборов пробников сыворотки. Но говорить о том, какие эти важные инструменты, эти наборы пробников, не имеет смысла. Я думаю, каждый из вас знает, как удобно при помощи этих пробников демонстрировать нашу продукцию, потом общаться с человеком, потом делать его либо приоритетным покупателем, либо партнером. То есть получается, что у человека есть сейчас вообще очень хороший выбор. Он может стать просто клиентом, покупать там, может стать приоритетным покупателем, может стать партнером. То есть любой человек, который вокруг вас, он для вашего бизнеса должен быть полезен и может принести выгоду, выбрав из этих всех возможных вариантов. То есть также я хочу вам сказать, как бы получается у этого человека выбор без выбора. А если вы ему еще вот подкрепите вот этими вот пробниками, то тогда точно у вас будет и о чем поговорить, и спросить, и он увидит результат, и мы еще больше плюсов в сторону нашей компании сделаем. Ну, идем дальше. Это за каждую, и вы можете, количество не ограничено этих приоритетных покупателей, только ограничен период действия за ваш период автошипа. Итак, а теперь давайте посмотрим, если помните, я говорила, что приоритетные покупатели, они имеют возможность приглашать тоже таких же приоритетных покупателей. Вот если ваш такой приоритетный покупатель подпишет 2, то вы получаете $25. И 60 CV пойдут вверх по структуре. Представляете, еще за то, что они делают, вы еще, то есть вам выгодно также рассказывать ему, что он может приглашать. Здорово? Я думаю, да. Итак, а теперь вот на этот слайд, внимание, тут написано, что если в следующем месяце ваши покупатели повторяют заказ, и обращаю внимание через автошип, что они через автошип это делают, то вы также имеете с них бонусы. То есть начинается новый автошипа период, и, например, в прошлом месяце вы подписали человека, а он в следующем сделал через автошип свой заказ, и у вас еще появился, например, новенький. И итого у вас 2 приоритетных. Вы получаете за первую пару, как у нас в обычных условиях, $50, баллы, естественно, активность, и 2 сыворотки продукта за первую пару. То есть все всегда начинается считаться в новый период автошипа, у вас как бы обнуляется все старое и начинается счет с нового вот этого вот периода. Вот. Угу. Дальше. Если у вас будет 2 пары, соответственно, вы получаете еще и 10 наборчиков, $50, и себе идут по структуре. И здесь понятно, что вот здесь вот очень важно, что неважно, какие это покупатели, новые, приоритетные, только подписанные. Главное, чтобы были вот эти пары совпадали. Справа-слева приоритетный покупатель. Отлично. Ну и что я хочу, конечно, сказать, что участвовать в программе выгодно. И выгодно, потому что это быстрые доходы, потому что это продукция, образцы, которые потом будут двигать. У вас будет регулярная активность от этих приоритетных покупателей. Понимаете, то есть вы уже будете готовить, выгода для вас с любой стороны. Вы будете уже готовить себе новых партнеров, которые выйдут из этих приоритетных покупателей, потому что, как уже я говорила, можно сделать, у них есть возможность сделать апгрейд. И, конечно, очень важно самому четко понимать вот все эти преимущества, как для себя, так и для приоритетных покупателей.
И обязательно самому пройти этот путь, научиться, понять все детали, подводные камни, то есть четко знать всю техническую часть, чтобы потом своим партнерам, уже которые приходят, это все хорошо представлять, продавать, показывать и обучать их. Итак, а я для того, чтобы сегодня нам понять шаг за шагом, что, как, где надо делать в нашем бэк-офисе, и не только в бэк-офисе, а нюансы и детали, о которых, конечно, я вам не все рассказала, вы видите, на слайде уже у нас почетный гость, любимый многими партнерами, ждали, и поэтому я передаю уже слово Ирине Ледневой, а вы уже превращаете все во внимание. Итак, менеджер службы поддержки Ирина с технической информацией, с техническим обучением по нашим программам «Двойная выгода» и «Приоритетный покупатель». Здравствуйте, уважаемые партнеры. Анна вам рассказала по поводу привилегий для покупателей и для самих дистрибьюторов, что и кто получает. Я же вам сейчас расскажу техническую часть, как именно настроить эту программу, чтобы все сработало, чтобы все бонусы вы смогли получить. Для начала, на вопросы, я вижу, вы вопросы задаете, потом мы с вами еще раз остановимся и пройдемся по вопросам. Сейчас пока что вот расскажем непосредственно по слайдам. Если что, лучше потом продублируйте в конце самого вебинара сами вопросы, которые вот вы задавали. Значит, каким образом настроить программу для того, чтобы получить бонусы от Get2? Необходимо спонсору войти в свой бэк-офис, нажать на вкладку «Автошип» и выбрать обычный ежемесячный автошип. Тут все просто, на слайде все показано, все мы знаем, каким образом у нас и где находится вкладочка «Автошип». Далее, убедитесь, что выбран именно безусловный автошип. Если вдруг у вас стоит условный автошип, то программа Get2 не сработает, и вы не получите бонусы и сыворотку. Обязательно должен быть безусловный автошип. Это очень важная деталь, она в принципе нигде не прописана, обращаю на это очень большое внимание ваше. Далее, убедились, выбран безусловный автошип. Выбираем из списка продуктов, выбираем саму программу Get2 Promotion. То есть ищем, где у вас список продуктов идет в автошипе, Get2 Promotion. Она у вас там будет нулевая, то есть бесплатная. Вы за нее платить не будете, да, вот за эту сыворотку саму. Вы будете платить только за доставку сыворотки. То есть система будет списывать деньги именно за доставку сыворотки. Если же вы все правильно подписали, все правильно настроили, то вы получаете продукт бесплатно, но за доставку нужно будет заплатить. Следующий шаг, который необходимо сделать. Если вы выбрали вот Get2, все у вас правильно получилось, то под продукцией своего автошипа вы увидите вот надпись Get2 Promo, и мы видим, что внизу, вот где вот написано Remove, да, там видно, что Total CV 60, то есть стоимость нулевая, но при этом, когда программа сработает, Get2 Promotion вы выполнили, предположим, в предыдущем периоде вы подписали 2 приоритетных покупателей, вашу дату автошипа система срабатывает и начисляет вам 60 баллов. То есть еще раз расскажу про период. Например, ваша дата автошипа с 25 числа по 25 число. С 25 октября по 25 ноября, предположим. Вы с 25 октября по 25 ноября подписываете 2 привилегированных покупателей.
вы сразу ничего не получаете. Вот вы их только подписываете в этот период. И в этот же период вы должны настроить вот ваш автошип. То есть добавить карточку и добавить get-to, как вот я сейчас вам рассказала. С 25 октября по 25 ноября это все делаете, а получаете саму сыворотку, сами бонусы и все привилегии по этой компании, по этой программе именно в свою дату автошипа, то есть 25 ноября получается. Вот, то есть в следующую свою дату автошипа. В этот текущий период выполняем программу, в следующую свою дату автошипа все получаем. Таким образом это все работает. Так, все, убедились. Get to Promotion у нас с вами есть, настроен, продукцию своего автошипа мы увидели эту строчку, она туда попала, значит все нормально. Дальше, следующий шаг, который необходимо сделать, это привязать карту к профилю своего автошипа. Это очень важно. По причине того, что если вдруг карточка привязана не будет, а Get to Promo вы добавили в продукцию своего автошипа, то программа не сработает. Деньги за доставку не спишет, сыворотка отгружена не будет, соответственно, условия по этой программе вы до конца не выполнили, соответственно, вы ничего не получаете. Обязательно привязываем, значит, карточку к профилю автошипа. Находим у себя в профиле автошипа Update Credit Card и настраиваем, заполняем все данные по платежной карте, по платежной информации. Можно также, в принципе, еще и кошелек подключить. Но для этого вам надо обязательно быть уверенными в том, что на балансе кошелька в вашу дату автошипа будут иметься денежные средства за доставку, чтобы вот система смогла списать в счет доставки деньги с кошелька. В принципе, можно подстраховаться, настроить галочки и использовать средства из кошелька. Значит, нажали Update Credit Card, потом нажали кнопочку на Add Card, добавить карту, и заполняем информацию по кредитной либо дебетовой карте. Самое главное, чтобы она была Visa либо MasterCard, как мы с вами знаем, уже привыкли все. Это та платежная система, которая вот именно, те карточки, которые именно проходят. Какая здесь важная информация может быть? Вот видите на слайде, внимание, информация по кредитной карте спонсора не должна совпадать с данными карты приоритетного покупателя. Ни в коем случае. То есть вы, настраивая себе в профиле автошипа платежную информацию, после, например, идете и регистрируете приоритетного покупателя. Вот там своей карточкой вы ни в коем случае не должны оплачивать вот заказ этого приоритетного покупателя. Иначе система не сработает и опять-таки вы ничего не получите. Обращаю на это очень-очень важный момент, ваше внимание. Так, ну, настроили, заполнили все поля по кредитной карте, нажали на Save и все, в общем-то. Ваша часть на этом закончена, вы все правильно настроили у себя, как спонсор, у себя все для того, чтобы сработала вашу дату автошипа, чтобы вы получили бонусы. Далее вы можете приступать к подписке приоритетных покупателей. Чтобы подписать приоритетного покупателя, что вы должны сделать? Вы должны дать свою ссылку, свою реферальную ссылку, но вашему потенциальному покупателю. Это должна быть именно ссылка. Вы не можете дать ему сайт jeunessglobal.com и дать ему свой логин. Если вы зайдете на сайт jeunessglobal.com, вы не увидите там слово «приоритетный покупатель», его просто не будет. Это именно работает строго через ссылку спонсора. Значит, дали реферальную ссылку вашему потенциальному покупателю, он на нее заходит, и вот как на слайде мы видим, есть слово «приоритетный покупатель», выделено красненьким. Вот он туда кликает и попадает на уже страницу регистрации, где необходимо заполнить все поля, то есть личные данные. Также ему необходимо будет создать логин, пароль,
свой индивидуальный, который в дальнейшем будет служить уже ему входом в бэк-офис. Изначально это, как вот Анна уже сказала, это будет не на 100% такой бэк-офис, как у вас, дистрибьюторов, несколько ограниченные функции, но тем не менее он будет размещен в дереве дистрибьютора, и в дальнейшем он сможет апгрейдиться на статус дистрибьютора, соответственно, уже со своим местом, которое когда-то занял как приоритетный покупатель. Поэтому он должен создать себе логин и пароль. Здесь также обращаю ваше внимание, что ни одна информация не должна совпадать с информацией спонсора. То есть фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес доставки, данные карточки. Все это должно быть сугубо индивидуально того человека, который регистрируется. Далее заполнили все поля, необходимые для регистрации, и переходим на следующий шаг. Необходимо выбрать продукт для оплаты и нажать на кнопочку «Подписаться». Мы видим, что кстати, где-то звучало, вы писали, по-моему, такой вопрос, какой продукт можно купить, да, привилегированный, то есть приоритетный покупатель, у него ограниченный список продуктов, который вот вы видите сейчас на слайде, это скриншот с русского бэк-офиса, с российского бэк-офиса, ну, то же самое, я думаю, что Украина, страны СНГ, одинаковый у нас список продуктов. Список продукции может меняться в зависимости от выбранной страны, но здесь вы не можете выбрать два каких-то продукта, например, там резерв и AMPM. Вам даст система возможность выбрать только какой-то один продукт. Вот точечка стоит у меня на слайде резерв, значит данный продукт, он и будет покупать этот потенциал, ваш покупатель. Он не сможет выбрать резерв и AMPM, не даст система точечки две поставить. Все, выбрал продукт, на который он регистрируется, который он хочет оплатить, и, соответственно, нажимает на кнопочку «Подписаться», дальше уже заполняет данные по карточке. Где найти реферальную ссылку, вот спрашивает Венера. Смотрите, вы когда заходите в свой бэк-офис, и если вы нажмете в правом верхнем углу «Log-out», то есть выйти из вашего бэк-офиса, вы автоматом попадаете на сайт компании. Но это и будет, вот если вы посмотрите на ссылочку, там не будет gnsglobal.com, а там, например, будет, вот, предположим, venera.gnsglobal.com. Вот это и будет ваша реферальная ссылка, которую вы можете копировать и пересылать по скайпу, по имейлу, да, вашим уже клиентам. Ну вот правильно пишет Аттамамеда, спасибо, login.gnsglobal.com. Так звучит ваша именно реферальная ссылка. Или вот чтобы ее скопировать, можно пройти тем путем, который я вам сказала, объяснила. Какой максимальный заказ продукции у приоритетных покупателей? Ну, мы уже с вами поняли, что это ограниченный список продукта. Можно купить только какой-то вот один из продуктов, из предложенных продуктов. Нет, наборов этого всего у приоритетного покупателя нет. Будет вкладочка «Автошип», и там уже в этой вкладке будут перечислены продукты, которые он сможет выбрать. Но опять-таки это будет ограниченный список, не то, что обычно мы видим в магазине. Да, при следующем заказе потенциальный покупатель сможет изменить продукт на тот, который вот опять-таки будет предложен во вкладке «Автошип». К цене, указанной на складе, прибавляется доставка и НДС. Или это окончательная цена? Нет, к цене, вот, которая сейчас у нас с вами на слайде, мы видим цены, да, нужно будет еще прибавить доставку и НДС. Так, далее. Немножечко прошлись еще по вопросам с вами, по слайдам как раз, по текущим. Возможность апгрейда до дистрибьютора. Смотрите, здесь вот какой очень важный момент. Когда ваш потенциальный, ну не потенциальный, ваш уже привилегированный покупатель уже зарегистрировался, получил вход в бэк-офис,
У него будет вкладка «Автошип», вкладка «Магазин», они обе будут доступны ему. Чтобы вы получали с него бонус, ему обязательно надо делать заказ через вкладку «Автошип», не через вкладку «Магазин». Именно через вкладку «Автошип». Потому что тогда только в этом случае вы, как спонсор, получите бонус за этих вот привилегированных покупателей. Если же они сделают через вкладку «Магазин» заказ, то вы получите с них только разницу, вот как с клиента. Как вот раньше, вот у нас не было покупателей привилегированных, у нас было, вы давали свою ссылку, клиент по ней проходил, и вы получали эту разницу к себе в кошелек и получали баллы с этого человека. Все, вот то же самое и будет. То есть важно делать заказ через вкладку «Автошип», чтобы ваш этот клиент считался именно привилегированным покупателем. Апгрейд. Вернемся к апгрейду, да, до дистрибьютора. Это можно сделать в любой момент. Как только он зарегистрировался и понял, что, может быть, это будет через месяц, через 2, через 3, неважно. Как только ваш приоритетный покупатель понял, что хочет быть дистрибьютором, он идет, нажимает на магазин и видит вот такую вот надпись. Ему система предлагает либо upgrade me now, то есть это значит, что сейчас он нажимает на эту кнопочку и попадает, обращаю внимание ваше, попадает на страницу регистрации. Но ему не нужно будет писать, снова придумывать логин, пароль, адрес и так далее. Все это он уже когда-то заполнил вот при первой своей регистрации. Он попадет на страничку, где увидит выбор продукта, выбор пакетов. То есть будет стартер-кит, нужно будет обязательно оплатить стартер-кит, и он увидит список всех наших пакетов, которые мы с вами знаем. Basic, там создать пакет будет, Supreme и так далее. Если же он нажмет, как вот мы видим на слайде Ask me later, то есть спроси меня позже, то он попадет просто в магазин и сможет сделать заказ из вот всеми нами известных продуктов, которые имеются в магазине. Да, вот он сможет сделать заказ на любой продукт. Но вы, опять-таки, еще раз повторюсь, не получите бонус, если заказ он проведет через магазин. Бонус как с привилегированного вот покупателя. Вы получите только вот разницу как с клиента за такой заказ. Ну, в общем-то, наверное, все, что я смогла вам рассказать, как именно зарегистрировать покупателя и что вы должны у себя настроить в своем бэк-офисе. Сейчас мы еще раз пробежимся по важным моментам. Я их вот просто собрала одним списком, чтобы мы с вами еще раз остановили свое внимание. Давайте еще раз посмотрим, пробежимся по ним. Если за месяц один приоритетный покупатель, он переходит на следующий месяц, когда будет второй или все пропадет, спрашивает Марина. Ну вот смотрите, если у вас в текущем месяце один приоритетный покупатель, ну он не пропадет, он в этом месяце вам ничего не даст. Ну, то есть вот в вашу ближайшую дату автошипа за него ничего не начислится, никакой бонус вы не получите. Но если в следующем месяце вот этот вот ваш один покупатель сделает заказ, и вы еще кого-то подпишете, у вас образуется пара, за которую уже еще через месяц, то есть еще в следующую дату автошипа вы уже получаете бонус. То есть, по сути дела, он совсем он не пропадает, он просто в этом текущем периоде вам не дает никаких привилегий. В следующем месяце, естественно, он должен сделать заказ, конечно же, этот покупатель, и вы ему должны найти пару. Заказ он должен делать через автошип, да, конечно же, заказ он должен делать через автошип, иначе если он сделает заказ через магазин, то это будет просто заказ клиента, не покупателя. Так, что-то там сейчас еще выше посмотрю.
будет ли бэк-офис переводиться на русский язык. Но это несколько, наверное, не относится к программе GetTo вопрос. Постепенно все вкладки, все переводится. У вас есть выбор, каким языком пользоваться в системе. Все отображается на том языке, который вы изначально установите у себя в моем профиле. Система проинформирует, если автошип от покупателя не прошел, спрашивает Юрий. Но как проинформирует? Вы увидите, что в свою дату автошипа, когда зайдете, вы увидите, что у вас там были неудачные попытки списания денежных средств. Система пробует списать, то есть вот за эту вот программу GetTo, она будет пробовать 3 раза списать деньги за доставку. То есть вы все выполнили, вы все правильно настроили, но может быть у вас денег нет, например, на балансе кошелька, либо той же карты, которую вы прикрепили. Может быть еще что-то с карточкой не то, да, срок закончился, какие-то еще нюансы. Вот вы увидите у себя в отчетах, заказах, что заказы были неуспешные, но система, тем не менее, пыталась списать денежные средства. Здесь уже будет случай, конечно, индивидуальный, нужно будет рассматривать, по чьей вине не прошла оплата, не списались деньги за доставку. Это будет уже отдельно разбираться и рассматриваться. Деньги будут сниматься с карты за доставку, если не включил 2 покупателя или только когда выполняешь условия, будет отправляться сыворотка. Естественно, деньги будут списываться только если вы выполнили условия по данной программе. То есть подписали 2 покупателей, правильно настроили свой автошип, только в этом случае система будет пытаться списать денежные средства. Ну давайте по важным моментам пройдемся. Установить безусловный автошип. Как я уже говорила, это очень важно именно на безусловном, это у спонсора, да, спонсор должен быть именно на безусловном автошипе. Добавить GetToPromo в автошип до своей даты автошипа. То есть в тот период, когда вы подписываете покупателей, в тот период вы должны настроить вот себе вот этот вот GetToPromo в автошип обязательно, именно в этот период. Если вы подпишете 2 покупателей, но не настроите карточку и не подключите GetToPromotion в список вот товаров, да, не положите его, то система ничего не спишет, будет считаться, что условия промоушена вы не выполнили. Если настроить, Татьяна спрашивает, если настроить GetTo, но покупателей не будет, настройки уйдут или останутся? Один раз надо настроить программу или обязательно перед приоритетными покупателями? Программу вы настраиваете один раз. Настройки никуда не уходят, то есть вот вы настроили GetTo, привязали карточку, ничего у вас лишнего с ней не спишется. Если вы, конечно, туда продукт не добавите, плюс GetTo, вы можете добавить еще резерв, значит, например, за резерв у вас будет списываться денежное средство, а за GetTo, за доставку нет, естественно. За GetTo будет списываться деньги только тогда, когда вы подписали 2, 4, 6 и так далее, да, то есть пару какую-то подписали, только в вашу дату автошипа в этом случае будет списываться деньги за доставку. Сумму, я думаю, вы все знаете, в каждой стране свои суммы за доставки. В России это там 300 рублей самовывоз, 600 рублей доставка по Российской Федерации. Украина, там у них, соответственно, в гривнах цены за доставку. Есть также способ самовывоза со склада Киева, есть также доставка по территории, по странам СНГ. То есть, думаю, здесь не возникнет вопроса, какая именно цена. То есть цена будет за доставку такая, которая и за продукт. Она ничем не будет отличаться. Далее. Прикрепить данные карты к профилю автошипа, чтобы система смогла снять деньги за доставку бесплатной сыворотки, либо настроить списание денег с кошелька, но быть уверенным в его балансе. То есть это тоже очень-очень важно. Безусловно, автошип, GetToPromo добавили в свой автошип до своей даты, прикрепили данные карточки, можно настроить также на всякий случай кошелек.
снять деньги за доставку бесплатной сыворотки, либо вот пробников, да, которые у вас сработают по выполненной программе, должна именно система. Вы не можете вручную провести вот этот вот get to promo. Вы должны именно настроить данные карты. Если же вы забыли, там сказали, ой, вот сегодня моя дата автошипа, 25 число, и я проведу-ка я вручную быстренько этот заказ, там, чтобы за доставку деньги стоят, вы не сможете этого сделать. Вы не выполнили условия промо, условия для всех одинаковые. Так, далее... Какой еще момент? Информация спонсора не должна совпадать с информацией приоритетного покупателя, то есть фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес доставки, данные карточки. Все это должно быть у вас своя информация, как у спонсора, у вашего покупателя своя информация, как у того человека, который вот регистрируется как покупатель и получает продукт. Оба покупателя должны быть зарегистрированы спонсором в его автошип месяц. То есть это не календарный, как мы уже с вами обговорили, не календарный месяц с 1 по 31 там, число, а именно ваш период. У каждого партнера, как мы знаем, у каждого спонсора, партнера своя дата автошипа, свой период. Поэтому у каждого будет, соответственно, свои даты. Не забывайте об этом. Татьяна спрашивает, если у покупателя нет карточки, но он хочет купить, как быть? Есть вариант, опять-таки, кошелька. Есть вариант всегда открыть ту же дебетовую карточку. Я думаю, сейчас это не проблема. Карта Visa, MasterCard, любой банк, в принципе, дебетовую карту может открыть. Вы можете положить туда там просто сумму для списания доставки. Это не такая большая проблема. Открываю. Если родственник с такой же фамилией станет приоритетным покупателем, то система его не пропустит, но имя, отчество будет другое. Во-первых, здесь же не только от фамилии все зависит, плюс доставка будет, адрес должен быть другой, данные карточки другие. Если родственники живут по одному адресу, как быть? Нельзя оформить. Но условия есть условия, вы же понимаете. Как быть? Ну, значит, нужно указать адрес доставки какой-то другой. В крайнем случае уж вы всегда можете попросить нас, если это доставка, например, по Российской Федерации, мы всегда идем навстречу и вовремя можем всегда изменить данные по заказу, если это будет обращение день в день. Вот. Но в любом случае в системе, чтобы все сработало, не должно ничего повторяться. Это очень важно. Со своего кошелька его нельзя оплачивать. Приоритетного покупателя, вы имеете в виду, можно ли оплатить со своего кошелька? Но я не доходила до момента, не могу вам сказать точно, как там, какие способы платежа предлагает система, потому что это нужно было конкретно регистрировать человека под кого-то, то есть у меня просто нет такой возможности технически посмотреть. Тут уже мы с вами только на практике сможем узнать, когда вы дойдете до момента оплаты, вы уже увидите, какие способы предлагает система. Не могу вам точно сказать. Так, далее. Вопросы пока закончились, пойдемте еще по несколько пунктов у нас с вами осталось. Старайтесь не подписывать покупателей в свою дату автошипа, это может запутать систему. Это действительно очень важно, на что просят обратить внимание вот Штаты нам говорили, когда нас обучали этой программе, да, соответственно, мы вам передаем свои знания. Очень-очень важно не подписывать приоритетного покупателя в свою дату автошипа. Иначе может вот такой вот путаница произойти, поэтому старайтесь делать это хотя бы на день позже. Потому что у вашего приоритетного покупателя, у него тоже будет его дата автошипа. Хоть он и не дистрибьютор, но тем не менее у него будет своя дата автошипа. Он также сможет прикрепить данные карточки к автошипу. Если он прикрепляет данные карты, пользуется автошипом, то
он имеет 20% скидку, как Анна вам говорила, от клиентской цены. То есть это очень большая привилегия, если он не хочет регистрироваться как дистрибьютор, но вот у него будет еще не только 10%, он сможет еще и воспользоваться 20% скидкой от розничной цены. Есть правило, выполняешь пункт АБВ и получаешь деньги. Компания платит, если начинаешь внедрить, компания не платит. Все верно. Но это не вопрос, это больше, видимо, комментарий такой. Антон в прошлый раз озвучил, что спонсор получит разные бонусы, если ПП поднял свой статус после подписки в течение 7 дней. Здесь не могу вам сейчас точно сказать. Вообще можно поднять свой статус до дистрибьютора в любой момент. Здесь нет ограничений именно 7 дней. 7 дней привязывается больше к тому, когда будет вам, как спонсору, учитываться вот этот вот покупатель. Если ваш покупатель в первые 7 дней поднимает статус до дистрибьютора, то вот в течение 7 дней он будет еще идти вам как как покупатель именно, не как дистрибьютор. А после 7 дней он уже вот будет считаться как дистрибьютор. Но это насколько я вот поняла и вопрос, и вот сам ответ, который давали мне. Вот Антон пишет, что только в первые 7 дней он будет считаться как покупатель. В общем-то, да, так я вам сказала. Так, чтобы в следующем месяце спонсору получить с покупателей бонусы, надо, чтобы они обязательно купили продукт через вкладку «Автошип», а не через вкладку «Магазин». Это уже говорю вам я, Ирина Леднева, из тех пунктов, которые вот вы видите на слайде под серией «Важно». То есть мы уже это тоже оговорили. Важно, чтобы, если вы хотите именно покупателя иметь, пары строить, то важно, чтобы они в последующих месяцах своих делали заказы именно через «Автошип», не через магазин. Очень важный момент. Еще раз скажу, что если через вкладку «Магазин» он делает, он как покупатель, он может это сделать, это его право, пожалуйста. Но тогда вы получите с него просто разницу, как вот за клиента, не как за покупателя. Вы не получите доллары, 50 там долларов, вы не получите сыворотку, вы не получите с него активность. Не будет пары, соответственно, не составлена, ну и так далее. Из слайдов все. Еще хочу вот обратить ваше внимание на такие моменты, что Starter Kit, если установит у себя в Автошипе программу Get2, подключит там карточку и так далее, он не может пользоваться этой привилегией данной программы, потому что это программа для дистрибьюторов. Starter Kit не накапливает баллы, соответственно, данная программа действует именно для дистрибьюторов, не для тех, кто вошел просто на Starter Kit и все. Если вы сначала подпишете 2 покупателей, только потом настроите карточку и Get to Promotion добавите в свой Автошип, ничего страшного. Главное все это сделать в рамках одного вашего периода, чтобы вот в следующую вашу дату Автошипа все сработало. Не обязательно сначала Get2 и карта, а потом покупатели. Можно и наоборот. Главное в рамках одного периода вписаться все, чтобы было правильно. Когда-то, я помню, спрашивал у нас партнер, по-моему, на прошлом вебинаре такой вопрос задавал. Засчитываются ли приоритетные покупатели, зарегистрированные не в Российской Федерации или СНГ? Да, они будут засчитываться. То при регистрации может у вас ваш покупатель выбрать страну. Соответственно, в каждой стране присвоено разное количество продуктов. Где-то это 3, где-то побольше, вот как у нас, да. Но, тем не менее, засчитываться он будет, подписаться сможет. Что еще я вам хотела сказать? Сейчас, секундочку. Вот ваш покупатель
приоритетный, он может карточку к своему бэк-офису прикрепить, к автошипу, и у него также есть своя дата автошипа, он может прикрепить карту к своему профилю автошипа, и у него будут списываться денежные средства, и он будет вам считаться как одна единица, да, на данную программу. Но он также может провести заказ вручную. Ему не обязательно карточку прикреплять, это не страшно. Если он проведет заказ через вкладку «Автошип» вручную, он также получит свои 20% скидки и также будет учитываться как вам один человек. Так, что еще? Это я говорила вам. Ну, наверное, все. Я смотрю, вопросы у вас тоже закончились. И я все свои пункты, которые вот себе отметила, я вам уже их рассказала. My youth is yours, a truth so loud.